Мы продолжаем наши лекции. Tęsiam mūsų lekcijas. Мы с вами на предыдущих лекциях, в предыдущих днях, помните, говорили о том, насколько важно учитывать тип личности человека, да, или тип интеллекта. И мы говорили, что существует 7 типов личности. Я просто хочу напомнить лингвистический тип. Noriu Jums priminti, kad praeitose lekcijose kalbėjom apie asmenybių tipus ir prisimenat, buvo 7 asmenybių tipai. Taigi pirmas – lingvistinis tipas. Пространственный тип, логико-математический. Erdvinis, loginis matematinis. Межличностный тип. Tarpasmenybinis. Psихологический тип, музыкальный тип. Psichologinis, muzikinis. И кинезический тип. Ir kinezinis, arba judesio žmonės. Мы с вами разобрали 4 вида темперамента. Помните, говорили о сангвиниках, флегматиках, меланхоликах и холериках. Prisiminėm taip pat ir 4 temperamentus. Tai yra sangvinikas, melancholikas, флегматикас, холерикас. И вот эти все особенности, мы с вами говорили, что они врожденного характера, помните, мы разбирали это, и что их изменить в течение жизни нельзя, но поведение изменить человек должен и обязан. Ir kaip prisimenat, visi šitie tipai ir temperamentai, jie įgimti ir jų pakeisti mes negalim, tačiau mes galim keisti elgesį. И вот эти особенности личности определяются центральной нервной системой. Ir visi šitie tipai asmenybių, jie priklauso nuo mūsų centrinės nervų sistemos. И мы сегодня поговорим с вами еще об одной очень интересной особенности личности, точнее особенностях личности, которые определяются вегетативной нервной системой. Ir šiandien mes pakalbėsim dar apie vieną asmenybės bruožą, kuris priklauso nuo mūsų vegetatyvinės nervų sistemos. Какое отношение вот к воспитанию детей, к взаимоотношениям родителей детей, учителей детей, какое отношение к взаимоотношению между людьми вообще имеет вот знание о вегетативной нервной системе? Kokį vaidmenį turi būtent tas žinojimas apie vegetatyvinę nervų sistemą, būtent mūsų santykiam su vaikais? Мы сейчас увидим, что самое прямое отношение. Mes pamatysim, kad tiesioginį vaidmenį. Итак, существует 2 типа вегетативной нервной системы. Taigi yra 2 vegetatyvinės nervų sistemos tipai. Симпатическая Симпатинį и парасимпатическая. Ir parasimpatinį. Вот чтобы было понятно, вначале вроде как путано, неясно, и вообще зачем возникнет вопрос, я об этом сейчас говорю, о чисто медицинских вопросах. Но я приведу пример. Aš duosiu pavyzdį. Я приведу такой пример. Вы наверняка встречали людей, очень бурно реагирующих на какие-то события. Turbūt jūs esat sutikę žmonės, kurie labai audringai reaguoja į kažkokius tai įvykius. Встречали людей, которые берутся очень, так скажем, бурно, активно за выполнение какой-то работы, но при этом быстро выдыхаются. Jie labai aktyviai imasi kažkokios veiklos, bet labai greitai išsikvepia. И встречали наверняка людей неторопливых, которые берутся за работу не спеша и медленно доводят ее до конца. Ir sutiko turbūt ir tokius niekur neskubančius, kurie iš lėto imasi kažkokio darbo, tačiau jį padaro iki galo. Я приведу пример, и станет понятно, о чем мы с вами говорим. Aš duosiu pavyzdį ir jūs suprasit, apie ką aš kalbu. Вот предположим, самый простой бытовой пример. Paprastas buitinis pavyzdys. Например, 2 людям нужно вскопать, не скажем там громадное поле, допустим, огород. 2 žmonės turi sukasti, pavyzdžiui, daržą. Один человек схватит лопату и быстро примется за работу.
Vienas žmogus paims kastuvą ir greitai pradės darbuotis. Не возьмет лопату, а именно схватит лопату. Nepaims kastuvą, netgi jau sugriebs kastuvą. И быстро начнет копать. Ir labai greit pradės kasti. Но пройдя определенное число метров, трудно мне сказать, но метров 20, может 30, Tačiau sukasęs, galbūt 20-30 metrų, он просто выдохнется, он не сможет больше работать. jis tiesiog išsikvėps ir nebegalės toliau tęsti darbo. Но эти 20 или 30 метров он прошел очень быстро, Bet šios 20-30 metrų jis praeis labai greitai. а потом он стал бледным, Po to jis pabala, давление артериальное повысилось, arterinis spaudimas pašoka, тахикардия, сердцебиение, širdies permušimai. и все, он уже сегодня работать больше не может. Šiandien jis daugiau dirbti negali. Это люди, у которых преобладает симпатическая вегетативная нервная система. Tai žmonės, pas kuriuos dominuoja simpatinė vegetatyvinė nervų sistema. Человек, у которого преобладает парасимпатическая нервная система, за работу возьмется иначе. Žmonės, pas kuriuos dominuoja parasimpatinė vegetatyvinė nervų sistema, darbuosis kitaip. Он не спеша возьмет лопату, Jis neskubėdamas paims kastuvą, оглядит ее, посмотрит на лопату, apžiūrės, pasigrožės ją, посмотрит на небо, pažiūrės į dangų, посчитает птиц, paskaičiuos paukštelius, понаблюдает, как плывут облака, pažiūrės į debesis plaukiančius, внимательно посмотрит на горизонт atidžiai pažiūrės į horizontą и не спеша, ir neskubėdamas, получая от этого удовольствие, начнет работать. pasimėgaudamas pradės darbą. И очень медленно, Ir labai lėtai, но он доведет работу до конца, он вскопает этот участок. tačiau jis pabaigs darbą iki galo, jis sukas visą tą sklypą. Но так как он работал, Tačiau kadangi jis dirbo, лицо будет красное, veidas bus paraudęs, артериальное давление может чуть понизиться. arterinis spaudimas gal truputį nukris. Как всегда, когда человек работал, понятно, сердцебиение будет несколько учащено. Galbūt šiek tiek širdies pulsas bus dažnesnis. Ему надо немного отдохнуть, прийти в себя, и его работоспособность сохраняется. Jis truputį pailsės, atsistatys ir jo darbingumas išliks. Еще раз подчеркну, у предыдущего человека он уже не работоспособен на сегодня. Даже если очень захочет, он просто выдохся, он не может работать. Prieš tai aptartą pavyzdį prisiminsim, jisai išsikvėpė ir šiandien jis tiesiog nepajėgus dirbti. Это не его каприз, это не демонстрация какая-то, вы работаете, а я нет. Он просто не может работать. Tai nėra jo kaprizas ar bandymas pademonstruoti, kad štai aš negaliu, ar vaidyba kažkokia, jis tiesiog negali. И на стрессовую ситуацию эти люди будут тоже реагировать по-разному. Ir į stresinę situaciją jie taip pat reaguos skirtingai. Я не хочу вас сегодня призвать, чтобы вы обязательно запомнили это название. Не хочу призвать, чтобы вы именно заполнили эти сложные названия. Вегетативная нервная система, парасимпатическая, симпатическая. Это, наверное, и не надо. Я просто хочу, чтобы вы обратили внимание, что есть люди таких типов. Nenoriu, kad jūs įsimintumėte visus tuos pavadinimus, simpatinį, parasimpatinį. Tiesiog noriu, kad jūs suprastumėte, kad yra skirtingi žmonės. И какая будет реакция на стресс у людей этих двух типов с преобладанием одной или другой системы? Ir kokia bus reakcija į stresą būtent šių dviejų skirtingų žmonių grupių? У человека, который с симпатической нервной системой, с преобладанием симпатической нервной системы, Tie, pas kurios dominuoja simpatinė nervų sistema, который интенсивно, быстро работает, но быстро выдыхается, kurie intensyviai greitai dirba, tačiau greitai ir išsikvepia. реакция на стресс будет, как в медицине это называется, по возбудимому типу.
Reakcija į stresą bus, kaip medicinoje sakoma, po возбудимому. Так и называется возбудимый тип. Это термин медицинский. Įaudrinamas tipas. То есть это люди, которые при каких-то ситуациях экстраординарных, форс-мажорных, Tai žmonės, kurie tokiuose nestandartinėse situacijose, stresinėse. это люди бурно кричат, много говорят, возмущаются, негодуют. Jie audringai reaguoja, jie šaukia, jie daug kalba, jie išreiškia savo nepasitenkinimą. Жестикулируют, машут руками. Daug gestikuliuoja, mosuoja rankom. То есть возмущены до предела. Tai yra, įsiaudrinę, nepatenkinti iki ribos. Nežinau, tiksliai. И вот такие люди, иногда они пытаются выговориться. Это может быть ребенок маленький, это может быть подросток, это может быть молодой человек, это может быть взрослый человек любого возраста. И вот так бурно начинает что-то пытаться объяснять или возмущаться, или несогласие свое показывать с чем-либо. Tai audringai reaguojantys žmonės ir nepriklauso nuo amžiaus, ar tai vaikas, ar paauglys, ar jaunuolis, ar suaugęs. Jie audringai piktinasi. И обычно их пытаются остановить, успокоить. Dažniausiai juos bando sustabdyti, nuraminti. Либо вот так по-хорошему, что да вы успокойтесь, да вы сядьте, да не надо так реагировать, да давайте поговорим. Jiem dažniausiai sako, jūs nusiraminkit, atsisėskit, pasikalbėsim ramiai. Если это сделать не получается, их просто пытаются резко остановить. Jeigu nepavyksta, juos bando grubiai sustabdyti. Вот это ошибочное действие. Tai neteisingas veiksmas. Людям с подобным типом нервной системы нужно дать выговориться, прокричаться. Žmonėms su tokia nervų sistema reikia duoti išsikalbėti, išsirėkti. Ну, безусловно, бывают разные ситуации. Например, идет собрание, человек вскакивает и начинает вот так себя вести. Бывают ситуации, когда нужно просто под руки вывести из зала. Ситуации разные. Aišku, yra situacijų, kai tai vyksta viešai, pavyzdžiui, susirinkimas ir žmogų prisieina išvest. Situacijos skirtingos. Во всех других ситуациях, если есть возможность такому человеку или ребенку, или подростку, надо дать возможность выговориться, прокричаться, еще раз подчеркну. Tačiau jeigu tokios situacijos nėra, jeigu yra tik galimybė, tokiam žmogui reikia duoti išsirėkti. И вот когда человек выговорился, прокричался, жестикулировал, махал руками, он выдохся, он сел, все. Ir kai žmogus daug kalbės, šauks, daug mosuos rankom, jis išsikvėps, atsisės ir viskas. И вот только теперь с ним можно вступить в диалог. Ir tik dabar su juo galima pradėti pokalbį. Но не пытаться это сделать раньше, пока он не выговорился. Tačiau nebandyti to daryti anksčiau, kol jis neišsikalbėjo. Человек с другим типом вегетативной нервной системы, парасимпатическим, вот тот, который не спеша копал и довел работу до конца, ну, как пример. Kitas žmonių tipas tai yra parasimpatinės nervų sistemos tipas. Он тоже реагирует на стресс. Jis taip pat reaguoja į stresą. Но реакция на стресс, медицинский термин, звучит так. Реакция по тормозному типу. Tačiau mediciniškai jo reakcija vadinasi stabdantis tipas. Так в медицине и говорят. Lėtas. Возбудимый тип личности и тормозной тип личности. Tai yra įsiaudrinantis ir stabdantis tipai. Что значит реакция на стресс по тормозному типу? Ką reiškia reakcija į stresą būtent tuo stabdančiu tipu? Человек переживает, его это задело, он или не согласен с чем-то, но он это держит в себе, он переживает в себе. Toks žmogus, aišku, išgyvena visą tai, susirūpinęs, tačiau visą tai jis išgyvena savyje, viduje.
эти люди не могут, если можно так сказать, выплескивать свои эмоции. Tokie žmonės negali išmesti savo emocijas į išorę. Но что человек переживает, что ему тяжело, это видно. Tačiau, kad jis išgyvena visą tai, matosi. И вот с такими людьми надо поговорить. Ir štai su tokiais žmonėmis labai svarbu, reikia pakalbėti. Разница понятна, да? Skirtumas suprantamas. Предыдущему типу надо дать возможность выговориться, выплеснуть вот это все, что в нем накопилось, эмоциональное. Prieš tai buvusiam tipui reikia duoti išsikalbėti, išsilieti emociškai. А с человеком вот данного типа, по тормозному типу, с парасимпатической нервной системой, нужно дать возможность поговорить с ним поговорить. O būtent parasimpatiniam tipui, nervų sistemos tipui, tokiam žmogui, su juo reikia pakalbėti. И ему станет легче. С ним поговорили, ситуацию, как говорится, разложили по полочкам, и человеку станет легче. Ir kai mes pakalbėsim situaciją, išnagrinėsim, išdėstysim ją į lentynas, jam bus lengviau. Мы заговорили сейчас с вами о стрессе, я просто напомню. Mes dabar kalbam apie stresą ir aš noriu jums tiesiog priminti. Что такое стресс? Kas yra stresas? Стресс – это состояние повышенной напряженности организма. Stresas tai yra padidintos organizmo įtampos situacija. Нервной системы и абсолютно всех органов и систем организма. Nervų sistemos ir visų kitų organizmo sistemų įtampa. Вы знаете, вот стресс не всегда отрицателен, он в себе нечто положительное иногда тоже несет. Stresas nebūtinai yra neigiamas, jis turi ir kai kurių teigiamų dalykų. И Бог в нашей жизни допускает периодически стрессовые ситуации. Ir Dievas leidžia mūsų gyvenimą, periodiškai leidžia stresinių situacijų. Вот мы сегодня говорили о ладикии, о сонном состоянии. Вот чтобы вывести нас из сонного состояния, заставить нас действовать, принимать решения, идти, работать, действовать. Šiandien mes kalbėjom apie Laudikijos būseną ir iš tikrųjų iš tokios būsenos mus reikia pažadinti ir kaip tik tokia situacija gali tai. Не плыть по течению, а пытаться найти выход. Neplaukt pasroviui, o bandyti ieškoti išeities. Но, тем не менее, в стрессе очень много отрицательного. Tačiau stresas turi labai daug neigiamo. И я просто напомню то, о чем мы с вами уже говорили. Priminsiu tai, apie ką mes jau kalbėjom. Мы с вами говорили о том, что маленький ребенок или подросток, или молодой человек, или взрослый, любого возраста, абсолютно человек. Для него очень опасны частые или очень сильные, особенно постоянные стрессовые ситуации. Ir vaikam nesvarbu kokio amžiaus, ar mažiem, ar jau paaugliam, jiem yra labai pavojingos. Stresinės situacijos jiem yra labai pavojingos. Во-первых, мы говорили, я просто напоминаю, происходит выработка надпочечниками гормона кортизола, который обжигает, убивает, уничтожает клетки коры головного мозга. Pirmiausia dėl to, kad antinkščių liaukos išskiria tokį hormoną kortizolį, kuris tiesiog apdegina mūsų smegenų žievės ląstelių sienelės. Кроме того, вырабатывается адреналин, который спазмирует сосуды и вызывает проблемы с головным мозгом в плане инсультов и с сердцем в плане инфарктов. Be to, toks jums žinomas adrenalinas, jisai taip pat veikia mūsų organizmą, pirmiausiai susiaurina kraujagyslės ir susidaro pavojus smegenyse, būtent insulto pavojus ir širdies kraujagyslių, tai yra infarkto pavojus. Но я не сказала, что у кортизола есть один враг. Враг. Противник. Aš nepasakiau, kad kortizolis turi vieną priešininką. Это гормон окситоцин, который вырабатывается гипоталамусом, структурой головного мозга. Tai hormonas oksitocinas, kurį gamina smegenų liauka hipotalamus. Как
заставить организм вот в ответ на стресс выработать окситоцин и нейтрализовать действие кортизола. Kaip priversti tą liauką kaip tik gaminti oksitociną, kad neutralizuotų adrenaliną? Kortizolį, atsiprašau. Обнять ребенка, прижать его к себе, погладить по голове, сказать, как вы его любите. Apkabinti vaiką, paglostyti jį ir pasakyti, kaip jūs jį mylit. Вырабатывается окситоцин и нейтрализуется кортизол, и опасность стресса уходит. Gaminasi oksitocinas, neutralizuojasi kortizolis ir pavojus praeina. Поэтому если один из родителей, отец или мать, ну скажем так, вынуждены были бурно воспитывать своего ребенка, Todėl jeigu vienas iš tėvų buvo priverstas taip audringai auklėti savo vaiką, очень большая ошибка, если второй из родителей подключается к этому процессу и тоже как бы вот, ну скажем так, нападает на ребенка, может и по делу. yra didelė klaida, jeigu kitas taip pat prisijungia prie šio proceso ir daro tą patį. Второй, это может быть прозвучит странно на первый взгляд, вот воспитывали ребенка, но второй должен его обнять и сказать, как он дорог, как его любят. И попозже первому родителю нужно сделать то же самое. Antras turėtų apkabinti vaiką, paglostyti ir pasakyti, kaip jį myli. Pirmasis, kuris auklėjo, po kiek laiko turėtų padaryti tą patį. И недопустимы вещи, которые иногда практикуются в семьях. С ребенком или взрослые люди друг с другом перестают разговаривать. Ir tiesiog neleistinas toks elgesys, kai tėvai su vaiku arba kartais ir sutuoktiniai vienas su kitu nustoja kalbėtis. Вот эта игра в молчанку, извините за такое, может быть, резкое выражение, она глубоко ошибочна и крайне опасна. Toks tylėjimo žaidimas, jis labai klaidingas ir be galo pavojingas. Воспитывали, за что-то, ну там, я не знаю, что-то выговорили, резко, может быть, и так далее. Прошло время, и все должно войти в свою колею. Ребенок получил как бы выговор или бурную реакцию родителей там за что-то, но на этом все должно прекратиться. Na, pavyzdžiui, auklėjot, audringai išreiškėt kažką tai, tačiau turi visą tai praeiti ir vėl grįžti viskas į savo vėžes. Потому что иначе дело может закончиться глубокими нарушениями в центральной нервной системе. Nes kitaip visą tai gali baigtis labai giliais centrinės nervų sistemos pažeidimais. И не только у детей, но и у взрослых людей. Ir ne tik vaikam, bet ir suaugusiem. И вот поэтому, если какие-то неприятности, ну, жизнь есть жизнь, что говорить, все бывает. Может быть, у ребенка неприятности серьезные в школе где-то, там в институте, в техникуме, в колледже. Может быть, у родителей проблемы, ну, кто-то работу потерял, ну, мало ли какая проблема. Ir jeigu kažkokios problemos pas vaiką, pavyzdžiui, mokslo jo įstaigoje, tai yra ar kažkur koledže, institute, ar pas tėvus galbūt su darbo problemos. В том и заключается задача семьи, чтобы человека поддержать, максимально успокоить. Tai ir yra šeimos vaidmuo, kad žmogų maksimaliai nuraminti. И вот какая реакция на стресс может быть и у детей, и у взрослых людей? Kokia reakcija į stresą gali būti ir pas vaikus, ir pas suaugusius? Возможно развитие трех видов реакций. Gali būti 3 skirtingų reakcijų vystymosi tipai. Первое. Pirma. Могут формироваться разного рода фобии. Gali formuotis įvairaus pobūdžio fobijos, baimės. То есть боязнь, страх чего-либо. Tai yra baimė, kažko tai baimė. Ну, у взрослых людей, например, может быть канцерофобия, боязнь заболеть раком, или фобия заболеть чем-нибудь там еще. Nu, pas suaugusius gali būti kancerofobija, tai yra baimė susirgti vėžiu ar dar kuo nors. Маленькие дети боятся темноты, боятся оставаться в темной комнате. Maži vaikai bijo pasilikti tamsiame kambaryje. Маленькие и взрослые могут бояться замкнутых пространств.
Да, маленьких пространств. Aha. Gali atsirasti baimė mažų uždarų patalpų. Есть взрослые люди и есть подростки, которые не могут ездить в лифте и на 16 этаж идут пешком. Yra ir paauglių, ir suaugusių žmonių, kurie negali naudotis liftu. Человек не может находиться в маленьком пространстве, ему плохо. Žmogus negali pasilikti uždaroje erdvėje, jam blogai. Есть дети, которые не могут входить в комнату и видеть вечером задернутые шторы. Им надо показать, что за шторой все спокойно и никого там нет. Gali bijoti įeiti į kambarį, kur užtrauktos užuolaidos. Reikia atitraukti užuolaidas ir parodyti, kad viskas tvarkoja, ten yra erdvė. Вот в этих ситуациях нельзя детей или взрослых как-то стыдить и так далее. Jokių būdų negalima tokiuose situacijose žmogų, ar tai vaikas būtų ar suaugęs, gėdinti ar kažkaip panašiai. Нужно максимально спокойно действовать в этих ситуациях. Maksimaliai ramiai reikia veikti tokiuose situacijose. Взрослые люди при фобиях и дети в школе, например, они могут работать, могут учиться и хотят работать, хотят учиться, но очень быстро устают. Tokiuose situacijose ir suaugę, ir vaikai nori ir gali dirbti ir mokytis, tačiau greitai pavargsta. И вот нужно на эту ситуацию обязательно обратить внимание, почему ребенок быстро устает. Или почему взрослый человек, вот вроде бы здоров, все в порядке, и с аппетитом вроде все нормально, и самочувствие вроде бы как неплохое. А вот человек устает, у него нет сил. На это нужно обратить внимание. Reikia labai atkreipti dėmesį būtent į tokias situacijas ir pastebėti, kodėl atrodo neilgai mokėsi arba suaugęs, pavyzdžiui, dirbo ir taip greitai pavargo. Labai svarbu atkreipti Вот это dėmesį. реакция на стресс. Такая реакция на стресс, на переживание. Маленькие дети тоже переживают, когда постоянно все в отрицательном свете. Все плохо, все не так, все не эдак. Vaikai labai išgyvena, kai būtent tas nuolatinis stresas, kai viskas ne taip, viskas neteisingai. Второй тип реакции на стресс называется ипохондрия. Antras reakcijos tipas į stresą yra ipochondrija. Когда у ребенка или взрослого просто нет сил. Kai pas vaiką ar suaugusį tiesiog nėra jėgų. Человек хочет работать, ребенок хочет учиться, хочет идти в школу, хочет работать. Он просто не может. Vaikas ar suaugęs nori eiti ar mokintis, ar dirbti, tačiau negali. И третий тип реакции на стресс, самый отрицательный. Ir trečias reakcijos į stresą tipas yra pats blogiausias. Это депрессия. Tai depresija. Как говорят психиатры, депрессия – это путь в большую психиатрию, то есть к тяжелым психическим нарушениям. Kaip sako gydytojai, depresija tai yra kelias į sunkų psichinį susirgymą. В состоянии депрессии человек не может и не хочет работать. Ребенок не может и не хочет идти в школу. Depresijos būsenai žmogus negali ir nenori nei dirbti, nei mokintis. Человек при этом, большой или маленький человек, он не видит смысла в работе и не видит смысла вообще в собственной жизни. Jie nemato prasmės nei darbe, nei bendrai gyvenime. И вот до этого состояния проще не довести, чем с ним бороться. Бороться с депрессией можно, но сложно. Проще до этого не довести. Iki tokios būsenos daug paprasčiau bus išvis neprieiti. И вот здесь большое преимущество быть с Богом, осознавать зависимость от Него, потому что с Богом депрессии в принципе быть не может. Ir todėl tokia didelė privilegija yra būti su Dievu, nes būnant su Dievu depresija iš principo neįmanoma. Хотя тяжелые реакции на стресс у человека могут быть, но ему нужно помогать выйти из этого состояния. Nors sunkios situacijos streso metu gali būti, bet žmogui reikia padėti išeiti iš tos būsenos.
И вот из этого коротенького сообщения я хочу, чтобы вы запомнили, опять же, не вот эту медицинскую терминологию, а просто два типа личности, которые есть. Ir iš šito trumpo pokalbio aš noriu, kad jūs įsimintumėt ne tuos visus medicininius terminus, bet tai, kad yra būtent du skirtingi žmonių tipai. И не возмущаться тем реакциям, которые порой человек дает. Безусловно, поведением своим человек должен владеть, мы об этом уже с вами говорили, но бывают форс-мажорные обстоятельства. Ir nesipiktinti jų reakcijomis. Žinoma, savo elgesį mes turim valdyti, tačiau kartais būna tokios netradicinės, nestandartinės situacijos. И последнее, о чем мне вообще хотелось с вами еще поговорить, буквально на несколько минут еще задержу ваше внимание. Dar keliom minutėm noriu jūsų dėmesio. Я не знаю, есть ли в Литве эта проблема, я думаю, что она есть во всем мире, а может быть в Литве нет. В Украине эта проблема есть. Я имею в виду молодежные субкультуры. Nežinau, ar yra Lietuvoje šita problema, Ukrainoje tikrai yra, tai yra jaunimo subkultūros. Вы знаете, вот есть вещи, о которых говорить не хочется, неприятно, но закрыть глаза и пройти, как бы не заметив, проще всего. Yra dalykų, apie kuriuos nesinori kalbėtis, norisi tiesiog užmerkti akis ir praeiti pro šalį, tačiau tai nėra gerai. Такие молодые люди в данных субкультурах есть. Jauni žmonės yra tokiose subkultūrose. Есть опасность, чтобы дети, подростки, молодые люди не попали в эти субкультуры. Нужно опасаться того, чтобы дети и молодые люди не попали вот в эти субкультуры. Labai svarbu vis dėlto saugotis, kad jauni žmonės nepatektų į tokias subkultūras. И этим молодым людям, которые находятся в этих группах, тоже нужно донести евангельскую весть. Ir tokiem jauniem žmonėm, kurie jau yra tokiose grupėse, subkultūrose, labai svarbu atnešti Evangeliją. Этих субкультур очень много, мы не будем на них на всех останавливаться. Я кратенько, очень кратко охарактеризую только несколько из них. Tokių subkultūrų yra labai daug, aš tik labai trumpai kaip pavyzdį pateiksiu kelias iš jų. Что вообще такое субкультура? Суб – это латинская приставка, обозначающая под. Kas tai yra subkultūra? Tai yra lotyniško žodžio tas priešdėlis po, reiškiantis po. То есть это субкультура в общей культуре, как бы отделенная. Tai yra subkultūra bendroje kultūroje, tarsi atsiskiria. Вы понимаете, о чем мы говорим сейчас, да? Ar suprantate, apie ką mes kalbam? Как туда попадают молодые люди, подростки или молодые люди? Kaip ten patenka jauni žmonės, paaugliai? Несчастные, никем не понятые, никому не нужные молодые люди или подростки группируются вот в такие группировки. Nelaimingi jauni žmonės, kurių niekas nesupranta, jungiasi štai tokias grupės. Где, как они считают, их поймут. Kur, kaip jie mano, juos supras. И кроме того, подростковый бунт иногда требует того, чтобы быть не похожим на других, не подчиняться обычным нормам поведения. Ir tas paaugliškas maištas tarsi reikalauja būti nepanašiu į visus kitus. Поэтому об этих людях нужно знать, и еще раз подчеркну, знать, что они собой представляют, и как найти к ним подход, как до них донести тоже евангельскую весть. Todėl apie šios jaunus žmonės taip pat reikia žinot, suprasti juos ir jiems nunešti Evangeliją. Мы начнем очень кратко, я несколько слов скажу, с готов. Готы. Вы слышали о них наверняка. Pradėsim nuo gotų. Готы возникли, ну как говорят, на волне постпанка. Jie atsirado ant postpankų bangos. Молодых людей привлекает их внешний вид.
Jaunus žmonės traukia jų išorė. Считают, что это вот такие, как говорится, продвинутые, крутые, не похожие ни на кого люди, и хочется на них быть похожими. Manoma, kad jie yra tokie, progresyvūs, neįprastai atrodantis jauni žmonės. Они не знают глубокой сути, философии вот этого движения. Tie, kas taip mano, nesupranta tos gilios jų filosofijos. А суть и философия этого движения следующая. O visa jų filosofijos esmė tokia. Нет будущего. Nėra ateities. Мир изменить нельзя. Pasaulį pakeisti neįmanoma. Жизнь бессмысленна. Gyvenimas beprasmis. И вообще окружающий мир – это большой свинарник. O mūsų pantis pasaulis yra didelė kiaulidė. А в свинарнике лучше всего быть свиньей. O kiaulidė geriausia būti kiaule. Говорю как есть, просто называю вещи своими именами. Sakau, kaip yra, vadinu daiktus savo vardais. И отсюда у них атрибутика соответствующая. Восьмиконечные звезды – символ хаоса. Atitinkama atributika, tai yra aštuonkampė žvaigždė, chaoso simbolis. Черная одежда, черная обувь на толстой грубой подошве. Juodi rūbai, juoda avalynė ant storo pado. Серьги, наколки, везде, где можно и где даже нельзя это себе представить, но везде абсолютно. Visur, kur įmanoma, auskarai. Соответствующая стрижка, скажем так, ирокезы и прочее, разноцветные волосы и прочее. Atitinkama šukuosena, panašiai į irokėzų šukuosenas, tokia indėnų gentis. Черная косметика, черная помада, черные тени, раскрас самый жуткий, страшный. Juoda kosmetika, baisi. И вот людей, молодых людей, именно вот эта непохожесть на других и привлекает. Они не знают вот этой страшной подоплеки, страшной основы этого всего. Ir jaunus žmonės visą tai, tas neįprastumas vilioja. Jie nesupranta viso to pamato, visos tos potekstės. В готской музыке, в готских песнях есть и такие. Воспевается тема суицида. Jų dainose yra ir tokie dalykai, jie šlovina savižudybę. Раз жизнь бессмысленна, для чего ее продолжать? Kadangi gyvenimas beprasmis, kam jį tęsti? Второй вид субкультуры – эмо. Antra subkultūros rūšis tai emai. Эмо от слова эмоциональный. Nuo žodžio emocionalus. Эти люди не считают нужным сдерживать эмоции. Jie nemato reikalo valdyti savo emocijas. Они учат друг друга: будь самим собой. Хочешь рыдать – рыдай, кричать – кричи, валяться по земле – валяйся по земле. Jie moko vieni kitus, būk toks, koks esi. Nori šaukti, šauk, nori verkti, verk, nori voliotis ant žemės, daryk tai. Раскрас одежды ярко-розово-черный. Rūbai dažniausiai ryškiai rožiniai ir juodi. Увлекаются рок-музыкой. Domisi rok-muzika. Где преобладают стон, шепот, плач, визг, крик. Kurioje dominuoja aimanavimas, šnibždesys, spiegimas. И тоже воспевается тема суицида. Ir taip pat apdainuojama savižudybė. Есть еще такой вид культуры, как ролевики, и некоторые в этом не видят ничего плохого. Yra dar tokia kultūra. Ролевик. Ролевые игры. От слова роль. Ролевик называется. Ролевики. Nuo žodžio rolė, tai yra roliniai žaidimai kažkokie. Ролевые игры. Vaidmuo. Taip, vaidmuo, rolė, vaidmuo, taip, nuo to žodžio. И вы знаете, вот в этом многие не видят ничего плохого, но это тоже субкультура, и в ней тоже ничего хорошего нет. Daug kas nemato tame nieko blogo, tačiau taip pat yra subkultūra. Это группы людей разного возраста, включая и седоволосых людей. Tai
Tai žmonių grupė labai skirtingo amžiaus, kartais ir iki žilagalvių, которые с деревянной саблей, в картонной короне бегают по лесам, kurie su mediniu kardu ir kartoninė karūna bėgioja po miškus, представляя себя рыцарем, королем, прекрасной дамой и так далее. įsivaizduodamas save karalium, riteriu, nuostabia dama. Это люди, по сути, не нашедшие себя и сгруппировавшиеся вот с такими же точно не нашедшими себя людьми. Tai žmonės, kurie nerealizavo save, neatrado save ir susijungė su tokiais pačiais žmonėmis. Иногда они устраивают такие вот как бы, ну, такие грандиозные, что ли, мероприятия. Kartais jie organizuoja tokius labai masinius, iškilmingus renginius. Имитацию Куликовской битвы, там, каких-то еще там средневековых битв. Kokių nors viduramžių mūšių, tokias situacijas. Или там последнего времени, особенно там военных действий каких-то и так далее. Kažkokių karinių veiksmų, pavyzdžiui, paskutinių laikų kariniai veiksmai. И вот на это они тратят свое время, свою жизнь. Ir būtent tam jie eikvoja savo gyvenimą, savo laiką. Находясь в прошлом. Užsidarę praeityje. И не видя никакого абсолютно интереса в реальности. Ir nematydami jokio susidomėjimo šiandieną, realybę. Еще одна субкультура – футбольные фаны. Dar viena subkultūra – tai futbolo fanai. Их иногда тоже не относят, многие не считают их к разряду субкультуры, считают, что это просто такие вот как бы, ну, ярые эмоциональные футбольные болельщики. Daug kas taip pat jų nelaiko subkultūrą ir mano, kad tai tiesiog tokie aistringi sirgaliai. И молодых людей это часто очень привлекает. Ir jaunus žmonės tai labai traukia. Но дело в том, что фаны или футбольные болельщики, как правило, истории своих любимых футбольных команд не знают, и им это не интересно. Bet kaip dažniausiai tie fanai, jie savo futbolo komandų istorijos dažniausiai nežino, jiem tai neįdomu. Их привлекает возможность заявить о себе. Juos traukia ta galimybė pareikšti apie save, parodyti save. Устроить драку, скандал, бросать фаеры. Organizuoti muštynės, susidūrimus, konfliktus, mėtyti petardas. И цель жизни – заработать вот этот вот шарфик. Ну, вы знаете, шарфы есть специальные. Этот шарфик получает со специальным индивидуальным номером тот, кто 10 матчей посетил своей командой. И вот цель жизни, человек жизнь свою тратит на то, чтобы 10 матчей получить этот шарфик, которым они гордятся. Ir jų gyvenimo tikslas gauti štai tą simbolinį šaliką, tai yra, kuris gaunamas, jeigu, pavyzdžiui, 10 rungtynių aplankė, jisai gauna tą šaliką. Есть еще такой вид субкультуры, называется рэп. Рэп. Причем рэп считают просто особенным пением, но это субкультура. Yra dar viena subkultūra, tai repo subkultūra. Daug kas galvoja, kad tai tiesiog dainavimo maniera, tačiau tai yra subkultūra. Это вариант уличной субкультуры хип-хоп. Tai gatvių hip-hop subkultūros tipas. И я знаю, даже некоторые вот люди, члены церкви, отдают своих подростков или детей на рэп. То есть, ну, в какие-то кружки музыкальные, чтобы ребенок был при деле и вот научился вот такому особенному пению рэп. Но так ли это безобидно? Aš žinau, kad netgi mūsų bažnyčios nariai, kai kurie savo vaikus atiduoda būtent į tokius būrelius, kad jie išmoktų repo dainavimo. Bet ar tai taip viskas gražu? Рэп берет свое начало из африканских харизматических церквей. Repas ateina iš Afrikos charizmatinių bažnyčių.
где скороговоркой проговариваются псалмы, молитвы, проповеди. Kur greitakalbė kalbamos psalmės, pamokslai, maldos. Все направлено на возбуждение эмоций человека, но разум при этом отключается. Viskas nukreipta į žmogaus emocijų sužadinimą, tačiau protas tuo metu miega. Этому способствуют монотонные, однообразные звуки. Tai sukelia būtent tas monotoniški vienodi garsai. Нужно быть очень осторожными с этими вещами. Ir reikia labai atsargiai žiūrėti tokius dalykus. И еще я на двух видах субкультуры остановлюсь, и мы на этом закончим с вами. Dar du subkultūrų rūšis dvi apžvelgsim ir užbaigsim. Такая субкультура, как байкеры, от слова байк – мотоцикл. Baikeriai, nuo žodžio motociklininkai, tai yra baik. Иногда показывают по телевизору вот байк-шоу и так далее. Какие-то акции они устраивают там перед выборами и так далее. Не знаю, как в Литве, но вот в России, я знаю, такое делается и прочее. Dažnai jie organizuoja renginius, kartais ir prieš rinkimus organizuoja, tai yra bike show. Кто вообще такие байкеры? Kas jie tokie? Это люди часто не молодые, Dažniausiai tai ne jauni žmonės, не получившие образование, не имеющие специальности, neturintys išsilavinimo, neturintys specialybės, не создавшие семьи. nesukūrę šeimos. И объединившись вот в группу, скажем так, единомышленников, они проводят время. Ir susijungę su savo bendraminčiais leidžia laiką. В черной кожаной одежде, с татуировкой, раскрашенной, как говорится, от головы до пят. Juodi odiniai rūbai, tatuiruotės nuo galvos iki pėdų. Находят удовольствие на громадной скорости носиться на мотоциклах, особенно по ночному городу, когда скорость можно не ограничивать. Malonumą jaučia važinėti milžiniškais greičiais, ypač naktimis po miestą. Почему их иногда и называют ночными ангелами? Dažnai dėl to juos ir vadina naktiniais angelais. А на самом деле это глубоко несчастные люди, которые с возрастом жалеют, что не получили профессию, что не создали семью, что так бездарно, бессмысленно просто провели, прожгли лучшие годы своей жизни. O dažniausiai tai žmonės, kurie būtent nepatenkinti, kaip jie pragyveno gyvenimą, kad jie neturėjo išsilavinimo, neturėjo specialybės, kad jie taip tuščiai, beprasmiškai prašvaistė savo gyvenimą. И в центре городов, не знаю как, ну в Литве, думаю, тоже. В Харькове, например, это есть. В центре любого города есть специальные такие места, где собираются очень молодые, это, как правило, подростки или совсем молодые люди, ну где-то до 17, так я думаю, лет, ну, может быть, где-то до 18 от силы, которые катаются особой техникой, владеют катанием на досках, на велосипедах и так далее. Ir visuose didesniuose miestuose, manau, ir Lietuvoje čia yra, pas mus Harkove yra tokios vietos, kur renkasi jauni žmonės, kurie važinėjasi tokią techniką kaip riedlentės, rolikai ir panašiai. Это тоже вариант уличной субкультуры хип-хоп, как и рэп. Tai irgi hip-hopo gatvių kultūros tokia rūšis. Молодые люди, возникает вопрос, как эти подростки оказались здесь, где их родители, потому что очень часто, во-первых, на это на все тратится энергия, тратится время, и кроме того, это все небезопасно для жизни. Какие они виражи проделывают, и вниз головой и так далее, это все очень опасно. Iš karto iškyla klausimas, kur jų tėvai, kodėl jie čia ir kartais stebina, kokius jie triukus daro ir jie nėra tokie jau nekalti, jie yra pavojingi gyvybei, nes jie ten vartosi ir per galvą ir taip toliau. Не буду занимать ваше время, но просто перечислю. Есть еще экологисты, которых не столь экология волнует, сколько возможность громкие акции провести и заявить о себе. Но они бывают иногда под прикрытием государственных структур, вот такие как партия зеленых и так далее. Есть диггеры, молодые люди, которые подземные коммуникации обследуют и могут провести экскурсии. Ну, где-то романтика, извините, перевод.
Я забыла по переводу. Yra dar tokios subkultūros kaip ekologistai, kuriuos galbūt ne tiek pati ekologija domina, kiek poreikis apie save pareikšti, pasirodyti viešumoje. Yra Диггеры, исследователи подземных коммуникаций. Taip pat digeriai, kurie landžioje tyrinėja požeminės komunikacijas ir gali ten pravesti kitus žmonės. Это дети, подростки с такой романтической где-то жилкой. Хочется путешествовать, а возможностей нет. До пещер далеко, подземные коммуникации под боком. Tai dažniausiai tokios romantinės pakraipos jauni žmonės, kurie neturi galimybės kažkur keliauti, kažkur tai olos galbūt ten keliauti reikia toli, o štai čia požeminės komunikacijos miesto čia pat. Очень много различных субкультур, мы не будем на них больше останавливаться. Labai daug tokių skirtingų subkultūrų, mes nesustosim prie jų. Просто я еще раз подчеркну, что это очень молодые люди, это подростки или молодые люди. Tiesiog pasakysiu, kad tai labai jauni žmonės, paaugliai jauni žmonės, которым тоже нужно донести Евангелие. kuriems taip pat reikia nunešti Evangeliją. И знать о них, конечно, нужно. Ir labai svarbu žinoti apie juos. Спасибо вам большое за внимание. Ačiū Jums už dėmesį.